Я поручу депутату, члену регламентного комитета у нас Курдюмов, внести поправку, что если среди записавшихся на выступление есть руководитель фракции, ему слово представляется первым, потому что он представляет всю фракцию, как и главы государства. От имени России им везде дают слово первое. Это будет нормально. Зюганов запишется, а у нас меня не будет. Пожалуйста, пусть Зюганов, хотя он в списке может быть 7 или 8. Ратификация данных соглашений мы, конечно, поддержим. Но если взять исторический момент, мы никогда не должны забывать историю. Как мы туда пришли? Так сказать, в основном добровольно-принудительно. Народы нас встречали там хорошо, да и некоторые из элиты, местные баи, по-русски князья. Потому что там всегда шло столкновение. Джунгары убивали, мучили казахов, и русская армия спасла, джунгары ушли в Китай. Но прошло 100 лет, и часть русских вынуждена была покинуть Казахстан. Киргизия здесь между молотом и наковальней. На севере Китай, на западе Казахстан, на юге Таджикистан и Узбекистан. И никакой дружбы нет. Вообще мы сами, благодаря малограмотности каких-то чиновников, сделали два народа. Казахский и киргизский. Откуда, кто это взял? Никакой разницы нет. Ни в языке, ни в культуре. Чиновник сидел какой-то в Москве и решил написать. Киргизы или вот казахи. И, естественно, идет вражда скрытая. Ах, вы киргизы, вот вы там живите, а вот тут мы казахи. То есть искусственно создали. А мы бы специально сделали. Таджикистан, Узбекистан. Узбеки отобрали у таджиков Бухара и Самарканд. Это жемчужина Средней Азии. И в религиозном плане, и в архитектурном. Поэтому там всегда было состояние противостояния. Но царь не менял уклад. Была Бухара, Эмират, по-русски княжество, Хива, Ургенч, Самаркандская. Все, 5-6 территориальных. Слышите, ничего национального. Мудрость народов Средней Азии. Нельзя давать национальное название какой-то территории, иначе это породит вражду. И все шло тихо, спокойно. И русский царь там заводы не строил. И железную дорогу туда провел только для того, чтобы армию туда направлять и возвращать. И шел хороший обмен. Мы им продукцию промышленную, они нам сельскохозяйственную. Но советская власть все это перемешала. Значит, сперва дала всем свободу, потом силой подавила все. И вражда осталась на долгие годы. Теперь опять развалили все. Опять свободу дали. Теперь они едут на работу в России, их выгоняют из России. То есть 150 лет не можем наладить отношения с народами Средней Азии. На 90% они хотят быть с Россией. Они любят Россию. Они перешли на русский язык. И у них без акцента русский язык. Не как в Прибалтике или там в Закавказье. То есть они никогда не хотели уходить. Но их пинком вышвырнули в декабре 91 года. А потом из зоны рубля вышвырнули. Сейчас с нуля начинаем. Вот, экономические отношения не помогли. Этнокультурные какие-то не помогли. Теперь решили опять классический вариант. Сперва армия, а потом уже придут туда снова учителя, врачи и все остальное. Конечно, правильно, что сейчас, но это ввиду безвыходного положения. Потому что мы не только их должны защищать, мы тем самым себя защищаем. Это всегда взаимные интересы. Мы никогда не должны класть наших солдат, вот, чтобы защитить какую-то другую страну. Потому что неблагодарны все. Болгары благодарны, от турок освободили. Вместе с Гитлером шли на нас. Сегодня в НАТО сидят. И все остальные, братья, славяне, католики или православные, все легли под Запад. Под фашистов, под кого угодно. А вот здесь они ни под кого не хотят ложиться. Они с нами хотят быть. Я там сам родился и прекрасно помню, что вообще ничего там не было. Русские школы, если в классе 2-3 казаха, они счастливы были, на русском языке учились, и мы никогда их
им не говорили, что они другой национальности. Никаких мечетей не было. Мы ходили в одни и те же кинотеатры. Мы все шли на 1 мая, праздники, на 7 ноября. Ну, Хрущев, ему захотелось, так сказать, показать, что он тоже как Ленин, у него своя национальная политика. И закрутил так, что вот развалил, и Брежнев продолжил. Поэтому сейчас какие советы Министерству обороны? Использовать нахождение в баз для экономики. Они будут нам поставлять не только на вашим солдатам, офицерам хорошее питание, но можно и это направлять на Урал и Сибирь. В Таджикистане самая первая капуста и клубника. Вот ее нужно нам поставить в Россию. А не эту африканскую, как резина такую, ни сахара, ничего нету. Мясо, хлопок, все там есть. И там организовать пошив той одежды, которую наши граждане вынуждены покупать на наших рынках, пришедшую из Китая. Давайте Средней Азии дадим заказ. Там тоже дешевая рабочая сила. Они конкурентоспособны с китайскими рабочими. У них свой хлопок, шерсть, все есть. Так давайте им дадим заказ. И культурное пространство. Открывать там курсы русского языка, дома культуры, дома офицеров. Они к нам будут приходить, очередь будет стоять. Снова учить русский язык, танцевать наши сами танцы, читать русскую литературу. И что там было везде телевидение наше, радио. Вот это начинаем с нуля, вот что обидно. Что опять начинаем с нуля. Опять деньги будем тратить. Но теперь уже ошибок не надо делать. Теперь уже народы Средней Азии убедились. И при царе они жили, некоторые еще помнят. Советскую власть помнят. В эту демократическую власть помнят. И сегодня они снова хотят быть с нами. И снова впереди русские солдаты и офицеры. Вот надо так делать, чтобы впереди была русская экономика, как это было при царе. А мы опять через солдат распространяем свое влияние. Колометьев